Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Итоги Большой двадцатки. Грозят ли России новые санкции в связи с ситуацией в Украине? Радикалы исламского государства казнили еще одного американского заложника. Как реагирует Пентагон? Бархатной революции в Чехии исполнилось 25 лет. Сначала передаем слово коллегам в Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Главный вопрос после G20. Выспался ли Владимир Путин? Озвученную российским лидером причину его досрочного отлета домой из Австралии «надо 4-5 часов поспать» процитировали все ведущие мировые СМИ. Политологи ЕС сходятся во мнении, что Путин явно не ожидал такой жесткой позиции коллег по ситуации в Украине, потому и убыл раньше. Что последует за резкой тональностью участников G20? Из Нью-Йорка политический обозреватель Колумбийского университета Петр Залмаев. Я должен сказать, что касается дополнительных мер воздействия, кроме очередных санкций, боюсь, арсенал Запада вообще ограничен. И несмотря на их очевидную эффективность санкций, я имею в виду, конечно же, катастрофическое падение рубля, усилившийся отток капитала из России, абсолютно ноль инвестиций. И что бы ни говорил Кремль, конечно, Путин не тот все-таки политик, который готов будет пересмотреть свою жесткую позицию в отношении Украины из-за санкций. Он не будет, потому что все равно все-таки запас еще определенный есть, я имею в виду стабилизационный фонд, то есть в принципе у России есть еще время поиграть. Я считаю, что для Украины сейчас очень важна финансовая помощь, потому что сейчас идет своего рода гонка, что быстрее упадет. Российская экономика или правительство Порошенко, которое все-таки не устраивает Путина. Это самое главное. И для этого, мне кажется, нужна в первую очередь финансовая поддержка Украины, которой сейчас грозит дефолт. Украине сейчас помощь нужна буквально просто как воздух. Я думаю, что без этого не будет. ЕС должен быть готов к черному сценарию развития событий в Украине, заявляет глава МИД Польши. Отмечу, сегодня в Брюсселе встречались министры иностранных дел стран Евросоюза. Впрочем, если против Кремля и будут введены новые санкции, Россия с ними справится. В этом уверен российский политический обозреватель Александр Некрасов. Проблем, по его мнению, стоит ожидать Западу. Во-первых, насчет списка. Вы понимаете, что это символические санкции. Вы понимаете, что если там даже ввести санкции против, я не знаю, 1000-2000 людей, Россию, мягко говоря, это ничего с ней не сделается от этого, правильно? Это первое. Второе. Так называемые санкции против банков, собственно, они и есть санкции, это ограничение определенных операций. Это вы не думайте, что, скажем, Сбербанку запретят что-то вообще полностью функционировать или там Внешэкономбанку. То есть это идут ограниченные санкции, которые сработают только на каком-то дальнем этапе. Они не сработают завтра. Это невозможно, потому что иначе развалился бы весь финансовый механизм Европы. Поэтому эти санкции, они как бы такие, знаете, как капелька по капельке. Что же касается прошедшего G20, по мнению Александра Некрасова, главным ньюсмейкером саммита был Владимир Путин. Если бы не президент России, уверен аналитик, саммит был бы пресным. Западные журналисты в душе очень благодарны Владимиру Владимировичу Путину за то, что он посетил саммит в Брисбене, потому что, собственно, им нечего было совершенно писать о нем. А когда вышел заключительный коммюнике, итоговое заявление, то оно было настолько пустым, что все продолжали обсуждать, а почему, интересно, российский президент улетел раньше, чем остальные участники. Но все признали при этом, надо отметить, что Путин вел себя очень спокойно, очень хладнокровно. Тем временем саммит Большой двадцатки стал фоном важных заявлений. Новый президент Евросоюза, экс-премьер Польши Дональд Туск, с декабря он возглавляет Европейский совет, комментируя ситуацию в Украине, впервые применил фразу «обычная война». Президент Чехии Милош Земан другого мнения. В интервью российскому Первому каналу он заявил, что Западу нет смысла оказывать Украине экономическую помощь, потому что там идет гражданская война. Напомню, Земан – единственный европейский лидер, который публично отрицал факт вторжения российских войск в Украину. В частности, это спровоцировало уличный протест. Сегодня, в 25-ю годовщину Бархатной революции, на улицах Праги были многие тысячи человек. Как вы видите, были флаги и транспаранты. Земану показывали красные карточки.
Ну а в это время российская оппозиция пытается объединить усилия хотя бы для проведения совместных акций. Процесс это сложен, у всех свои амбиции. В Москве прошла конференция оппозиции под названием «Европейский выбор». Только этот выбор, по мнению собравшихся, может спасти Россию, цитата, от катастрофы. И вот самые любопытные фразы делегатов. Впервые за много лет Михаилу Касьянову и Борису Немцову удалось собрать в одном зале такое количество политиков и экспертов. В конференции участвовали представители партии 5 декабря, партии «Прогресс» Алексея Навального, «Яблоко» и активисты «Открытой России» Михаила Ходорковского. Поляризация в обществе, которая была инициирована Путиным после начала украинского конфликта, эта поляризация неизбежно делает разные демократические силы союзниками. И все же некоторые эксперты отмечают узость предлагаемого для участия в коалиции списка. Нынешняя ситуация в России заставляет учитывать и интересы организаций, действующих на умеренном националистическом поле. Надо ставить вопрос шире о объединении и либералов, и левых, и националистов, выступивших против имперской политики Кремля, против вот этой украинской авантюры, которая ведет нас к катастрофе. И все же организаторы акции уверены, что объединенная коалиция демократических сил неизбежна. Страна, разделенная по принципу преданности Кремлю, не оставляет другого шанса политическому меньшинству, кроме как быть вместе. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. О чем говорят сегодня по ту сторону океана. Наташа, продолжайте. Спасибо, Сергей. Говорят все о той же двадцатке. На протяжении последних нескольких дней у лидеров западных стран было немало возможностей обсудить ситуацию в Украине с российским президентом Владимиром Путиным. Сначала на саммите ЕТС в Пекине, далее на саммите Большой двадцатки в Австралии. О том, как это происходило, репортаж Луиса Рамиреса. Военные действия в Украине вновь активизируются. Тем временем президент России Владимир Путин развернул своеобразное пиар-наступление, начавшееся на саммите АТС в Пекине, где он надел шаль на супругу китайского президента. Сопровождающие быстро убрали подарок российского президента. Впрочем, в центре внимания оказалось не это, а неофициальные контакты президентов России и США. Разговоры двух лидеров в кулуарах прошли без улыбок. Главной темой бесед была Украина. На саммите группы «Двадцатки» в Брисбене Обама предпринял усилия по изоляции Путина. Контакты между двумя президентами, однако, продолжились. Я бы охарактеризовал их как обычные разговоры, деловые и прямые. Австралийцы оказали Путину такое же гостеприимство, как и к другим лидерам. Как и Обаме, ему дали подержать на руках Каалу. Вместе с тем, никто в Австралии не забыл, что на Россию возлагается вина за гибель малазийского Боинга, на борту которого в том числе было 28 пассажиров из Австралии. Президент Обама согласился с руководителями Японии и Австралии, выразившими несогласие с действиями России в Украине, и призвал привлечь к ответственности тех, кто сбил малазийский самолет. На саммите группы 20 было много улыбок и рукопожатий, однако стремление смягчить формулировки не наблюдалось. Во время личной встречи премьер-министра Канады Стивен Харпер сказал Путину: «Полагаю, что я пожму вам руку, но сказать вам могу лишь одно – вам следует убраться вон из Украины». Выступая в воскресенье, президент Обама предложил Путину вариант улучшения отношений. В ходе моих разговоров с ним не сказал ему ничего, что отличалось бы как-то от того, что я всегда говорил во всеуслышание с самого начала кризиса в Украине. У России и есть возможность пойти по другому пути. В большинстве своем лидеры стран-участниц саммита оставались в Брисбене еще во второй половине дня в воскресенье. Путин уехал одним из первых. С нами на связи наш корреспондент Александр Панов. Саша, добрый день. Как отреагировали на саммит Большой двадцатки здесь, ну и в России? Наташа, добрый день. Если посмотреть, что пишут о саммите российские и американские СМИ, сложится впечатление, что речь идет о двух разных встречах. Холодный прием, оказанный Владимиру Путину лидерами Запада, что стоит хотя бы фраза канадского премьера Стива Харпера «Вам следует убираться вон из Украины». Единодушное осуждение действий России в Украине противоречит официальной позиции Москвы, официальной трактовке Москвы, тон, который задал сам Владимир Путин, заявив: саммит прошел в доброжелательной атмосфере. Тем не менее, российский президент покинул Брисбен досрочно, хотя накануне его пресс-секретарь, говоря о слухах о досрочном отправлении Путина обратно на родину, заявил, что все это ерунда. А американский президент в очередной раз сравнил действия России с угрозами миру, которые несут лихорадка Эбола и экстремисты из ИГИЛ. Немецкий канцлер Меркель заявила, что санкционный список в отношении российских официальных лиц может быть расширен. Так последуют ли новые санкции? Как представляется, в первую очередь это зависит от
действий Кремля. Накануне саммита в Брисбене произошла резкая эскалация конфликта на востоке Украины. Как заявил в интервью немецкому телеканалу АРД Владимир Путин, Россия не позволит украинскому правительству уничтожить своих политических оппонентов на востоке страны. Одновременно Путин сказал, что западные СМИ предвзято освещают события в Украине. Как мы знаем, Обама предложил Путину в кулуарах этой встречи пойти другим путем, но, похоже, отклика он пока еще не нашел. Наташа. Спасибо. С нами был корреспондент Александр Панов. Фред Хайт, колумнист газеты «Вашингтон-Пост», пишет сегодня: пока Путин продолжает идти вперед, США продолжают пытаться дать рациональное объяснение. По его словам, в Вашингтоне стараются доказать, что ситуация не столь уж плоха. В конце концов, Путин мог бы дойти и до Киева, а альянс НАТО, в общем, не распался перед лицом новой угрозы. Да и в конечном итоге Путин все равно проиграет, настроит весь мир против себя, и место в истории ему отведено не очень завидное. Позицию американской администрации объясняет Пол Джонс, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Евразии. Никто из нас по обе стороны Атлантики не ищет конфликта с Россией, и мы хотим сохранить перспективы сотрудничества. Но на пути вперед мы будем придерживаться нашей неизменной и общей позиции по всем вопросам, до тех пор, пока Россия не решит изменить свой подход к уважению международных норм. При этом известный политолог Збигнев Бжезинский считает, что решение о непредоставлении Украине так называемой летальной помощи может быть пересмотрено. Поскольку Запад решил не способствовать разжиганию конфликта, предоставляя Украине наступательные вооружения, необходимо очень четко дать России понять, что при несоблюдении ей достигнутых с Украиной договоренностей у Запада не будет выбора, и решение о том, чтобы не поставлять вооружение, будет пересмотрено. Между тем, в Пентагоне заняты не только событиями в Восточной Украине. В эти дни там обсуждается, в частности, необходимость инвестиций в инновационные проекты. Глава Пентагона Чак Хейгл представил новую инновационную инициативу оборонного ведомства на Рейгановском национальном оборонном форуме. По его словам, инициатива призвана обеспечить американской армии прорыв в ключевых технологиях, таких как робототехника, большие данные и 3D-печать. Это новая инициатива всего военного ведомства, амбициозный план по поиску и вложениям в инновации для сохранения и повышения военного превосходства США в 21 веке. Технологии будущего в Пентагоне уже воплощаются на практике. То, что раньше было в фантастических фильмах, теперь испытывается на полигонах, как, например, вот такой робот-мул. С его помощью можно выносить раненых с поля боя или доставлять военнослужащим боеприпасы. Система отличная. Это великолепная идея. Я рад, что это появляется. Это означает, что морская пехота меняется, времена меняются, и в последующие 15-20 лет такие штуки будут в армии повсеместно. Теперь передаем слово коллегам в Праге. Сергей? День, который изменил историю Чехии. Бархатная революция. 1989, 17 ноября, начинается бескровное реформирование социалистической Чехословакии, напишут потом энциклопедии. В Чехии и Словакии сегодня день борьбы за свободу и демократию. Ну а тогда, осенью 89-го, массовые демонстрации начинают проходить все чаще. Революция начинается студенческой демонстрацией 17 ноября в Праге в годовщину похорон Яна Аплетала, студента, погибшего во время протестов против нацистской оккупации. Бархатная революция, как это было? Накануне 25-й годовщины вспоминал наш коллега, чешский писатель и публицист Ефим Фиштейн. Мы с вами находимся в одном из самых известных пражских кафе, в кафе «Славия». Кафе это известно тем, что в нем всегда собиралась пражская творческая интеллигенция. В 30-е годы это были актеры, писатели, журналисты. В 70-е и 80-е годы их место заняли представители творческой оппозиции, кружок людей вокруг Вацлава Гавела. 17 ноября 1989 года посетители кафе могли из окон, из которых обычно открывается вид на Национальный театр, на Влтаву, на Грачаны, могли видеть весьма необычное зрелище. Оценочно 25-30 молодых людей двигалось сюда, в сторону Национальной улицы, в сторону этого кафе, со стороны района, который называется Альбертов, район факультетов университетских. Там студенты собрались
и двинулись вниз. Надо сказать, что демонстрация эта была разрешенной. Городские власти ее допустили. Почему? Да потому что 17 ноября это был Международный день студенчества, который отмечалось во всех странах мира, в том числе и в России. Когда они дошли до этого места, среди студенческих вожаков произошел диспут, и они решили не уходить от центра, а наоборот развернуть всю эту колонну направо и по Национальной улице, которая здесь перед нами, пройти к Вацлавской площади. Когда колонна повернула с набережной на Национальную улицу, стало ясно всем, в том числе и властям, что студенческая демонстрация, разрешенная, переросла или перерастает в демонстрацию антирежимную. Новые лозунги, новые транспаранты, конец правлению одной партии. Хотим свободной прессы и прочие свободолюбивые транспаранты. Многие зажигали в первых рядах свечи, чтобы показать, что они миролюбивые демонстранты. Задние ряды напирали на первые, не понимая, из-за чего задержка. Часть демонстрантов, пытаясь избежать прямого столкновения с полицией, пыталась убежать по этой улочке. И обнаружили, что многие двери квартир открыты. Люди пытались пустить их внутрь, так, чтобы они могли согреться или убежать от полиции. Но значительная часть их не смогла избежать полной форматной стычки с полицией. Полиция загнала часть демонстрантов вот в этот узкий пассаж, галерею, которая тогда, естественно, выглядела несколько иначе, но была, наверное, такой же темной. И вот здесь их стали систематически, планомерно избивать. Сейчас здесь пока еще всего несколько свечей. 17 числа все это пространство будет уставлено свечами в память о тех, кто здесь был очень жестоко избит. Демонстранты тогда скандировали: «У нас голые руки». Эти голые руки символизируют эта мемориальная доска. Многие выходящие или уходящие, разбегавшиеся, обратили внимание на то, что снаружи лежит тело, человек, лежавший на одеяле или прикрытый одеялом или простынью снаружи, выглядел совершенно мертвым. И вечером того же дня эта картина, которая вроде бы уже закончена, все считали, что полиция победила, разогнала демонстрацию, кого-то заставила бояться навсегда. На этом дело закончено. Оказалось, что на этом дело не закончилось, а только начиналось. Вечером того же дня жители Чехословакии узнали извещание «Свободной Европы», что в ходе столкновений погиб молодой студент Мартин Шмидт, и это вызвало бурю негодования. С лозунгами «Они убивают наших детей» на следующий день на Вацлавскую площадь вышли многотысячные толпы народа. К ним впервые за это время обратился Вацлав Гавел и группа его товарищей. Обратились они с балкона дома издательства «Мелантрих». Стало ясно, что этот режим не может удержаться. На 10-й день после начала событий была объявлена всеобщая забастовка. Ей не суждено было даже состояться, потому что режим стал рассыпаться буквально на глазах. Название «Бархатная революция» родилось не сразу. Вначале конкурировали два эпитета – «бархатная» и «нежная революция». Победило понятие «бархатная». Прошло 25 лет, и закономерен вопрос, как сейчас смотрят чехи на события того времени, как они оценивают бархатную революцию. 3/4, то есть 75% чехов воспринимают бархатную революцию как центральное событие чешской истории и согласны с ним. Поэтому их отношение, несмотря на любой ревизионизм, который может иметь место в обществе, отношение к своему первому президенту Вацлаву Гавелу весьма положительное. В нашем следующем включении мы покажем фрагмент интервью Вацлава Гавела, которое первый президент Чехии дал за 2 года до своей смерти в 2009-м. Но сейчас вновь время передавать слово коллегам. Боевики исламского государства показали видео очередной казни Заложникова. Какова при этом реакция Вашингтона? Наташа. Президент США Барак Обама подтвердил факт смерти заложника-американца Абдул-Рахмана Кессига. Сотрудник гуманитарной миссии был убит боевиками радикальной суннитской группировки «Исламское государство».
Видео его казни боевики распространили в интернете. Та же видеозапись демонстрирует обезглавливание еще по меньшей мере 18 человек, которых идентифицируют как сирийских военнослужащих. Обама охарактеризовал казнь заложника как чистейшее злодеяние, обвинив группировку в том, что они сеют смерть и разрушение. 26-летний Кэссик, в прошлом рейнджер армии США, был захвачен в плен 13 месяцев назад во время работы по оказанию гуманитарной помощи населению, охваченной войной Сирии. Члены его семьи заявили, что, находясь в плену, он принял ислам и сменил имя с Питера на Абдул-Рахман. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Виктория, речь идет уже о третьем видео исламского государства, в котором боевики группировки убивают американских граждан. Влияет ли это как-то на действия Пентагона? Наташа, добрый день. Буквально накануне министр обороны Соединенных Штатов Чак Хейгл заявил о том, что операция по подготовке иракских спецподразделений по борьбе с исламским государством будет расширена, и она получит больше финансирования. Мы знаем, что в начале ноября президент США Барак Обама заявил о том, что в Ирак будет отправлено еще 1500 американских военных. Он также запросил о финансовой помощи для Ирака у американского Конгресса в размере более $5,5 миллиардов, причем более $1,5 миллиарда из этой помощи пойдет на подготовку вот этих специальных батальонов, специальных иракских подразделений. Их в Ираке будет готовиться 9, и также будут открыты 2 специальных центра по военной координации. Чак Хейгл также заявил о том, что в этой специальной операции, в этой миссии к США присоединятся по меньшей мере 10 других государств-союзников. Мы также должны помнить о том, что на протяжении уже достаточно продолжительного времени США и союзники осуществляют бомбардировки тех территорий, которые заняты боевиками исламского государства. И тут интересно отметить то, что вот это видео, чудовищное кровавое видео, которое было показано в интернете накануне, оно отличается от предыдущих видео казни американских граждан и западных граждан. Оно хуже спродюсировано. Многие американские эксперты, внимательно изучив это видео, пришли к заключению, что боевики уже не могут находиться на открытых территориях достаточно долгое время, достаточно долго, чтобы вот как-то несколькими камерами снимать вот эти чудовищные кровавые свои действия. Вот, и поэтому существует мнение, что вот эти западные бомбардировки, американские и союзников, они все-таки оказывают военное давление на боевиков исламского государства. Спасибо. Это была Виктория Купчинецкая, наш корреспондент в Нью-Йорке. К сожалению, в руках исламских боевиков до сих пор находятся западные заложники. Прага, эфир снова ваш. Сергей. Спасибо. Мы вновь вспоминаем события 25-летней давности. Прага, Чехия, бархатная революция. Безусловно, одним из главных символов изменений страны, Европы в целом, становится первый президент Чехии Václav Havel. Мы покажем фрагмент редкого интервью, снятого с ним в 2009 году. Тогда Václav Havel с грустью признавал, что 20 лет, прошедших после бархатной революции, растеряли нравственные и этические идеалы в чешском обществе. Экс-президент замечал, что такой отход, собственно, был ожидаем. В то время была особая атмосфера всеобщей солидарности, самопожертвования, альтруизма. Однако было ясно, что такая атмосфера не продлится долго. Так бывает всегда в новейшей истории. Общество объединяется вокруг того, что вызывает восхищение, но постепенно это проходит. Такой момент настает лет через 10-20, когда вырастает новое поколение. Это произошло во всех посткоммунистических странах, от Украины до Венгрии, в каждой из них по-своему. Вероятнее всего, это было связано с беспрецедентной приватизацией, поскольку лучшие возможности для проявления наихудших человеческих качеств история еще не предоставляла. Такого массового перераспределения благ и имущества в нашей истории еще не было. И часто нас может удивлять проникновение мафии в экономику. Но я не думаю, что нынешняя ситуация является следствием нашей бархатной революции. Я бы сказал, что скорее наоборот. Далее эфир из Вашингтона. Наши коллеги взяли интервью у Гарри Каспарова, о чем рассказал оппозиционный политик. Наташа.
Один из лидеров российской оппозиции, Гарри Каспаров, в интервью русской службе «Голос Америки» еще раз подтвердил, что является непримиримым противником нынешней власти в России. Репортаж Владимира Ленского. Общественному деятелю и чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову аплодировали стоя участники форума консервативного блока «Атлас». Ежегодный съезд организации совпал с 25-й годовщиной падения Берлинской стены. Гарри Каспаров произнес главную речь на торжественном закрытии. Гроссмейстер отметил особую роль Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана в победе над Восточным блоком и одновременно критиковал современных западных лидеров за их политику по отношению к России. «Если бы 25 лет назад у власти были Дэвид Кэмерон и Барак Обама, — сказал он, — я до сих пор играл бы в шахматы за Советский Союз». В интервью «Голосу Америки» Гарри Каспаров выразил сожаление, что многим надеждам тех времен не дано было сбыться, и мир не стал безопаснее. По мнению чемпиона, многие угрозы, которые, казалось бы, ушли в небытие, сегодня вернулись. Ситуация с российской агрессией в Украине и вообще с общим изменением российского внешнеполитического курса и вообще изменения внутри России, которое превратилось сегодня из однопартийной диктатуры в диктатуру одного человека, которая активно используется, и страна, которая активно использует фашистскую идеологию. Это все, конечно, создает принципиально новую ситуацию в мире, и в отличие от того, что было там 30 или 40 лет назад, свободный мир пока не готов к этому вызову. Мы видим, как с большим трудом перестраивается и западный истеблишмент. Вообще весь мир, мне кажется, не ожидал того, что придется столкнуться с такими вроде бы отошедшими в историю понятиями, как там аннексия чужой территории. Трудно представить себе, что мы вообще будем когда-нибудь в сводках новостей читать новости о войне между Россией и Украиной. Все это, конечно, является чем-то новым, но это, мне кажется, результат благодушия, которое сложилось после 89-го и 91-го года, уверенности в том, что дальше события пойдут автоматически. Говоря о вызовах западным ценностям и свободам, Гарри Каспаров в один ряд поставил Россию под руководством Владимира Путина и террористическую группировку ИГИЛ. Очевидно, что ни о какой диктатуре Путина, ни о никакой реализации безумных идей там, халифата не придется говорить, если люди почувствуют на себе реально благотворный результат экономических, политических реформ, которые несет свободный мир. Поэтому идет такая беспощадная борьба, и надо понимать, что свободному миру придется снова собраться и дать отпор, потому что из истории мы знаем, чем дольше мы откладываем этот ответ, тем выше цена. Это мы знаем и по трагической истории 30-х годов, это мы знаем и по истории Холодной войны. Только жесткий, продуманный ответ с разработанной стратегией противостояния может позволить минимизировать цену, которую придется заплатить, неизбежно придется заплатить за то, чтобы мир продолжал нормально развиваться. Борьба за ценности свободного мира не может прекращаться, подытожил шахматист. Владимир Ленский, Сергей Гусев, Нью-Йорк. Сепаратисты. Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». На сегодня у нас все. Вы смотрели программу «Настоящее время». Ее подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Смотрите нас также на сайте currenttime.tv. Увидимся завтра. Сергей? Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.